Истин болгоюн. Санарар. Сахараспин блюгатен кинкюрата. Джокускай. С праздничком, с 1 мая. Поздравляю вас вот с таких вот красивейших сопок. 1 мая по праву считает днем весны, потому что именно на майские праздники природа оттаивает, ну, практически так вот. Конечно, здесь еще лед стоит на воде в Якутии. Но посмотрите, уже практически все очистилось от снега. Температура уже комфортная. Вокруг такая красота. Пришлось сегодня нарушить режим самоизоляции, но я ездил на машине один. Маска у меня с собой всегда. К людям не подхожу. Специально выехал, чтобы снять вам сегодняшний праздничный ролик. Ну и хочу показать немножечко весны якутской. Хочу, чтобы вы вместе со мной насладились этими красотами. Бескрайние дали, ох, скоро лето. Весна сейчас быстро пройдет. Река вскроется скоро, ледоход будет. Надеюсь, получится мне на ледоход попасть, потому что сейчас же все перекрыто, перемещения осложнены между населенными пунктами. Майские праздники всегда был таким переходным моментом между зимой и летом, когда земля действительно просыпается от мороза, от зимы, особенно это ощущается здесь, в Якутии. В Питере, конечно, там не всегда такая снежная зима, и, как правило, уже в марте там снег уже весь тает, но вот в Якутии именно вот сейчас вот резко так ощутилась весенняя погода, весенняя снег, как-то сначала все заплыло, потом раз и резко все, вот снег куда-то делся. Как-то все тут очень быстро происходит, и быстро также наступит лето, на самом деле, как я помню из прошлого года, что сейчас пойдет ледоход, и вот резко станет тепло по-летнему. Все-таки Якутия это и морозная земля, и летняя тоже. Лето здесь тоже очень жаркое. Как вот зима очень морозная, то так и лето очень жаркое. И, конечно, весной самый кайф, пока еще нету гнуса никакого, не летает ни комаров, ни мошек. Это такая вот обратная сторона медали. Не могут быть же одни плюсы. Но это ладно, это будет летом. А так, конечно, на майские праздники у меня всегда были традиции куда-то выбираться. Еще давно, когда мы еще там молодые были, всегда куда-то на пикничок, там, ну, в Сосновом Бору или там с городом выбирались с друзьями. Потом уже я переехал в Питер, стал с ребятами уже выбираться на рыбалки, мы стали ездить. У нас как-то пошла традиция, что первые выезды, мы первый раз 9 мая выехали. Давай, выталкивай отсюда. Вообще, да, когда вот без листьев, так все по-другому смотрится. Я тут лазил просто, тут все такое заросшее. Камнем? Да. Решили с Лехой поприкалываться, поплавать. Пока дождя не началось. Сколько сейчас баллов, Лех? Не знаю, полбалла, наверное. Не, ну это 2 балла. Какие 2? Полбалла. Это 2 балла. Вот мы сегодня вот так вот обустроиться решили. Необычно тент натянули, раньше никогда так не делали. Всегда его натягивали на поляне, а тут решили вот так вот совместить с моим домиком. Вообще не узнать. Без камыша все вообще по-другому. По идее, здесь все вот такое заросшее, вот так вот отсюда. И тут мы уже край. Прикольно. Проснулись, а все льдом покрылось. Я ложился, было где-то -2. Леха немножко протаранился тут на лодке, он, чтобы выплыть. Да. Как будем уплывать? Ждать, пока растает. Спалось нормально, в принципе. Жить можно. Что у нас там градусы? 0,3, 0,5. Похоже, косерчик разжег, молодец. И для нас это было такое достижение, что мы уже с палатками ночуем на такой холодной земле, в такие вот, ну, холодное еще для нас тогда вот это было время. Потом уже пораньше, уже 1 мая, потом в конце апреля стали выезжать. И вот, конечно, эта традиция такая вот, мне всегда, я ее любил, потому что это кайф, ты ждешь всю зиму, да и тут ты достаешь все свое снаряжение, раскидываешь по полу, там, там с таким кайфом просто начинаешь все перебирать, вещи там, все, и потом едешь с рюкзаком и просто в таком предвкушении. А так сегодня парни тоже поехали на рыбалку. Парни, вам привет. С Якутии, хорошего вам улова, слежу за вами, давайте скидывайте видяшки. Получается, я смотрю и как будто бы тоже немножко погружаюсь с вами в отдых, вспоминаю. Ну а так, конечно, потом последние года в Питере я уже стал ездить не на рыбалке, вот на майские праздники, а именно стал в походы ходить, потому что это тоже отличное такое время, когда можно взять несколько дней там выходных и поехать в какой-то более длинный 10-дневный отпуск. На сплавы я начал ездить, сначала на Кавказ, потом в Карелию.
Кстати, про Кавказ я тоже делаю ролик, что-то у меня в архивчике лежит очень давно, я его никак не начал делать, не закончил, сейчас хочу доделать и тоже вам поделиться с вами. А здесь в Якутии уже новые традиции появляются. Ездить на Иланку, на скалы, лазить на скалы, отрабатывать, там уже тренироваться перед сезоном, перед летом. На скалах скалолазание, альпинизм. В том году было очень круто. Крови много будет. Да, на реальном рельефе сложнее. Ну и как тут у нас? Ух ты! Всем бывает страшно, неприятно. Пока ты же можешь здесь просто побыть, попривыкнуть. Сильно поэтому. Так, стоп. Ну бывайте! Забавная тема. А в этом году, конечно, походу нам не удастся поехать. Пока карантин не снимут, никуда не выехать. Ну что, немножко погуляем, а то я что-то на одном месте хожу тут туда-сюда брожу. Вот так вот выглядит город Якутск сверху. Вот там центр, там где-то я живу, в той стороне примерно, насколько я так представляю. Усадьба Атласовых находится вот где-то в той стороне. Вот рядом находится Чучурмуран, этнографические комплексы. Ну и вот Якутск, окруженный частным сектором. Вот большие-большие такие территории. И город, сам город, телевышка. Красота и погодка. Якутия очень солнечная. Тут всегда так много солнца, даже зимой. Просто зимой туман. Хочу проститься зимой еще последним роликом о зиме. Собрал в кучу самые такие яркие моменты зимнего лютого мороза. Позже тоже. Куртку я все-таки таскаю, потому что ветреная, ветер такой прохладный. Сейчас, не дай бог, даже простыть чуть-чуть. Стремно, потому что раньше как-то, простыл, полечился, а сейчас простыл и начинаешь думать, а чем я простыл? Вдруг это он? Я тут первый раз и вас выгулял заодно. Кто сидит дома, вместе со мной можете прогуляться. О, такая здесь площадка крутая. Ничего себе. А я и не знал. Сюда же надо теперь ездить, погулять. Если кто-нибудь в гости приедет, вообще круто. Такая вот. Ну, кайф просто. Любые виды сверху — это красивые виды, как ни крути. Поэтому я люблю высоту. А скоро лето, в этом году я уж точно сезон не пропущу. Планы у меня такие серьезные, не то что в том. В этом году я должен иметь больше свободного времени, чтобы посетить как можно больше красивых мест. Охоту наконец-то. Я не знаю, как она мне зайдет, на самом деле, охота. Все-таки это будет мне, не знаю. Не попробуешь, не поймешь. Поэтому в любом случае хотя бы на одну охоту я съезжу. Рыбалка обязательно, сплавы. Ух, много чего всего хочу. Много чего всего еще не знаю, чего хочу. Но уверен, что много чего будет. Вот этим летом вот обязательно будет. Обещаю. Я должен просто. В начале весны, признаюсь, у меня был небольшой творческий кризис. Такое вот как бы внутреннее копание было. Что, как. Тем более я не очень развиваюсь на ютубе, как мог бы развиваться, потому что не хочу соблюдать те требования, которые требует YouTube. Сейчас у меня и просмотров стало мало. Ой, блин, а где сумочка моя? Ушел. Вот так вот я периодически делаю. Кто смотрел мои другие видео, знает, как я забыл ноутбук, потом сумку в Питере оставил на заправке. Голова. Ладно, погуляю чуть-чуть, пора домой. Время уже 6 часов. Надо еще сейчас все это сделать и выложить часов 8 хотя бы. Успею, как думаете? Вот сейчас проверим, во сколько я
все смогу доделать. Быстренько чук-чук-чук-чук, склеим. Ой, хорошо. Хорошо. Жалко вот не поехать на природу, конечно, но что делать? Терпим, это все нужно. На этом попрощаемся. Пора бежать домой. Еще надо успеть все это сделать и поделиться с вами. Ну и хочу пожелать всем в сегодняшние дни терпения, позитива, хорошего настроения. Скоро все будет хорошо. Я уверен. И вы тоже должны быть уверены.